Вас, друзья. Давно, как говорится, не виделись. Так, сегодня 19 апреля 2026 года, 18 часов 1 минута по Берлину и 19 часов 1 минута по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality YouTube и на канале TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и будьте осторожны. Все остальные, так как вы понимаете, что постоянно правду пытается замолчать, пожалуйста, не молчите, все, кто находится не в Русне. Пишите комментарии, задавайте вопросы, давайте вместе участвовать в сегодняшнем стриме. Сегодняшний стрим я назвал «Аслан Арцуев. Шок. Кадыров спрятал Путина в холодильнике Соловья». На эту, алейкум ассалам, на эту и многие другие темы давайте сегодня мы поговорим, друзья. Давайте поговорим. Итак, что у нас? Проблемы с интернетом. Сейчас, подождите. Думаю, да, проблема у нас с интернетом. Кстати говоря, это тоже наша особенность. Нас постоянно атакуют и пытаются всячески не дать нам донести правду до вас, друзья. Хотел бы начать сегодняшний свой стрим, конечно, об этом, как их там, медиа, ну, кто эти, дожди всякие дожди, вся вот эта вся прогабешная муть, и в том числе есть там одна дамочка, они об этом вам не расскажут. Но я хотел бы начать с новости того, что, помните, девушку, которая уехала от мужа, сбежала из дома в Армению, в Ереван, затем ее, приветствую, Бандеровка, затем ее заманили в квартиру и ее убили. Еще полиция Армении и Еревана об этом не успела ничего сказать. Никаких расследований еще не было проведено, но одновременно все средства массовой пропаганды, которые здесь на Западе, как бы, им позволяют здесь общаться, ну, вы можете зайти в Facebook, зайти в YouTube, ну, все вот эти, все пропагандисты, они открыто действуют. А эти пропагандисты, я имею в виду такие матерые российские пропагандисты, открыто действуют и в Facebook, и в YouTube, и везде они там действуют. А эти пропагандисты, они здесь западные. В Литве долгое время дождь ошивался. Слава богу, потом, по-моему, его турнули оттуда, этот дождь. Ну и так далее. Эхо Москвы, все вот эти разные, все вот эти деятели, которые все это время обеляли, легитимизировали этот террористический, фашистский режим в России. И я заметил такую тенденцию и хочу с вами ею поделиться. Дело в том, что пытаются и чеченцев в частности, пытаются перед азербайджанцами и перед армянами, ну, представить в плохом свете. Например, вот убийство вот этой Айшат Баймурадовой. Это такое, знаете, информационный такой вброс, и он не первый. Не первый, потому что эти информационные вбросы они здесь в Европе делают, там убийство чести, там женщина, девушка где-то покурила кальян какая-то.
надо ее найти, надо ее убить, там, ну, вот такие голосовые разбрасываются. По чеченским законам ты не можешь убивать чужую женщину. Если ты убьешь мужчину по чеченским законам, да, по принципу Талиона, око за око, жизнь за жизнь, так сказать. Если ты убьешь мужчину, то убивают убийцу. Но если мужчина, если убийца убьет, мужчина, убийца, убьет женщину, то убивают двух мужчин. То есть убийцу и его ближайшего родственника. Можете себе представить? Это вот насколько женщина защищена в чеченском обществе тысячи лет. Чеченская этнос, чеченская культура насчитывает 6, 7, 10 тысяч лет. Мы ведем свое летоисчисление со времен потопа, скажем так. И считаем себя наследниками, потомками Ноя. Так наша национальность и называется, ноевцы, если перевести дословно. Но Нох, мы его Нох называем, и мы Нохчи в множественном числе. Так вот, я хотел бы вам рассказать о новости, которая в Мытищах насмерть зарезали друг друга кухонным ножом 28-летний актер театра «Фест» Владимир Бенграф и его 23-летняя жена Евгения, которая там же руководила гримерной. Супруги сцепились из-за развода, ночью соседи услышали крики и вызвали полицию. Когда вскрыли запертую изнутри квартиру, внутри нашли 2 трупа с ножевыми в шею и грудь. А Тео Брекингс на Facebook сообщает вот эту новость. И сразу мне вспомнилось, а почему все не рассказывают, что вот там у парня, у мужчины, у Владислава порыв был защита чести там, и так далее. Как это было вот со случаем в Армении, в Ереване. Я считаю, исходя из того, что здесь, в Европе, неоднократно нападки на курдов. Просто за все это время мы ни разу не нападали ни на одно российское посольство. Потому что мы чтим, уважаем законы в стране, в которой мы находимся. Потом, когда это нужно, нападки на евреев, ну, по крайней мере, так начинают говорить, и так нас об этом нам постоянно тиражировать. И вот исходя из всех, вот этой всей общей картины, я прихожу к тому, что нас хотят представить перед армянами, что мы какие-то там дикие, неуправляемые, опасные, страшные. И так Россия нас всегда порочит и всегда пытается нами других запугать. И мне здесь, в Европе, здесь, в Германии, мне иногда даже кажется странным. Я очень много лет прожил, всю почти взрослую свою жизнь прожил в Москве. И мне привычно, когда меня боятся. Просто за то, что я чеченец. И это так напрягает, это так тяжело на самом деле. Да? И ты не знаешь, куда от этого деться. Но как только узнаешь, что ты чеченец, то тебе квартиру не сдадут, то тебе еще что-то, еще. Иногда это помогает, что тебя боятся, но большая часть это не нравится, что тебя боятся. Так вот, здесь в Германии никто нас не боится. Это так странно и так приятно одновременно. Доверяют, уважают, любому нашему слову просто верят. Почему-то им кажется, что все чеченцы должны быть такими, как, например, мы. Вот такая вот вещь. И нас пытаются представить и перед армянами, и перед азербайджанцами. Мы помним, в прошлом году сбитый азербайджанский лайнер Боинг, который должен был упасть в воду, или же на территории России, либо в Каспийское море. И таким вот образом нас нужно было натравить на азербайджанцев. И я считаю, что мы подходим к какому-то очень важному такому моменту. И важный момент истории Кавказа, будущего Ичкерии, Чечении, к нему давно готовились, начиная от мечетей, которые они там нам настроили. Да, только мечети там они нам строят. То есть мы не должны быть субъектными в международном праве, мы должны быть какими-то там исламистами, такими радикальными людьми, которые со всеми, там, для всех представляют угрозу и со всеми готовы воевать. Что не соответствует действительности. Мы не воюем со всем миром, мы не воюем с другими религиями. И вообще в голове, в мыслях у нас не было, когда мы после развала Советского Союза объявили о своем суверенитете и собирались жить в своей стране.
Ну вот, убили нашего президента Дудаева и так далее, и так далее. И вот в итоге мы вот оболгали нас, мы сами виноваты, в том числе, к большому сожалению. Я думаю, мало кто выдержал бы вот этой информационной пропаганды, которая велась против нас. Причем не просто русские и ФСБ вели против ее нас. Ее вели здесь, в мире, во всем мире, и в Европе, и в арабских странах, и в Америке, и везде велась пропаганда против нас, и нас таким вот образом представляли. И у них были свои люди, они есть до сих пор, свои люди. И вот они таким вот образом пытались нас дискредитировать, дискредитируют, продолжают это делать. Но, как говорится, мы не сдаемся. И вот война в Иране, она должна была послужить тем поводом, и еще все не закончилось. Слава Богу, все меняется, но еще не закончилось. Еще не закончилось. Дело в том, что нас хотят представить врагами христиан, что мы воюем с христианами, что типа все мусульмане должны быть вместе, шииты, сунниты должны вместе объединиться. Я так полагаю, сейчас Турция и Иран тоже вместе пытаются как-то договариваться и так далее. И вот нас хотят таким вот образом представить врагами всего человечества. Одновременно с этим, вот вы все это видите, здесь в Европу, сюда в Европу засылаются разные там блогеры, которые религиозную тему проповедуют, абсолютно, причем все они россияне, абсолютно предатели чеченского народа, враги чеченского народа. Один занимался прослушками и переводами телефонов в ГУП электросвязи, другой там помогал убивать наших партизан и так, ну так, короче говоря, вот такая вот тема была. Нас нужно было представить религиозными фанатиками и после этого нас отсюда всех депортировать. Но дело в том, что когда война началась в Иране против Ирана, европейские страны должны были включиться в эту войну, потому что это единый такой союз, и этот союз, он очень такой надежный и мощный. И россияне, разные российские функционеры нам рассказывали о том, что Америка все решает. В Америке все решают евреи, а евреи управляют Америкой, Америка решает Европой, и, соответственно, евреи управляют всем миром. Так нам представляли. Так нам все это рассказывали. Но это оказалось не так, совсем не так. И если бы Германия включилась бы в эту войну, сразу же на второй день, я думаю, на территории Германии начали бы происходить террористические акты. Для этого Россия готовилась долго. И вот эта ситуация была бы очень катастрофическая. И тогда бы уже, когда пролилась бы кровь, когда были бы убитые люди, взорванные, там, убитые, еще что-то сделанные люди, то потом к власти пришли бы националисты, фашисты, и во Франции, и в Германии, и везде, где только возможно. И, конечно, должна была начаться война против религии. Не против кого-то конкретно, против религии. Но вот ни больше, ни меньше. Вот так это все было видно, и слава богу, у них не получается. Но они не оставили попыток. Фашисты, исламофобы и все остальное. Вы вот, например, заметили, например, перепалку Трампа и Папы Римского. Льва, кстати, моего тезки, 14-го. Кстати, Аслан, что кто не знает, переводится как лев. 14-й, лев 14-й, он сам американец. И он удивил всех. Предыдущий папа, по-моему, был бразильянцем, по-моему, если я не ошибаюсь. Он, например, рассказывал, лжец был, просто клейма ставить негде было на прошлом папе, который сказал, что в Буче проявилась не русская культура, а чеченская и бурятская. Хотя там два всего было из россиянина из оккупированной Чечни, Ичкерии, и неизвестно, чеченцы или нет, по фамилиям. Я предположил, что там Кавказ, потому что весь список всех, кто там в Буче был, есть у украинцев, он опубликован, это не секрет ни для кого. Ну вот предыдущий папа себя так вел. Он ушел от нас, и сейчас появился папа, который
сказал, что между мусульманами и христианами не должно быть вражды, что у мусульман есть чему поучиться. Мусульмане очень дружный, миролюбивый народ. И ислам– религия мира. И это правда. Как и христианство, как и иудаизм, все авраамические религии, которые идут, они основаны на одном– на мире, на созидании, на справедливости. И не только вот эти авраамические религии, есть и все остальные. Ну, вот такая вот должна была быть ситуация. Были вот произойти события, что вот происходят теракты, здесь отсюда нас начинают выкидывать из Европы. И для того, чтобы тем, кто находится, ну, отсюда нас всех выдворяют по плану вот этого зла, которое против нас готовилось, и которая еще полностью не исчезла, но уже очень сильно все поменялось. Уже как бы они ни дергались, сейчас уже, как говорится, 2 раза в одну реку не войдешь. И вот сейчас мы видим, что накручивается ситуация, и всех нас, если бы тогда бы депортировали бы, есть другие полезные товарищи, которые начинают весь ислам ругать. Причем здесь ислам, причем здесь религия, я не пойму. Но начинают ругать весь ислам. И они начинают вот на этих экстремистов, исламских радикалов, на них наезжать. Причем плавно переходя уже с них, с радикалов, на всю религию. И вот такая вот каша. Фактически все отлично. Главное, никто Россию, ФСБ не вспоминает. А вы сами варитесь в своем соку, там, ненавидите друг друга, там, проклинайте друг друга и так далее. И вот такая вот интересная складывается картина на сегодняшний день. Сегодня мы видим, что мир разделился снова на 2 лагеря, на тьму и свет. Слава Богу, Папа Римский Лев XIV заявил об этом. И это говорит о том, что не хотят католики, по крайней мере, не будем за всех христиан говорить, но, по крайней мере, католики точно не хотят межцивилизационной, межрелигиозной войны. И, ну что, отлично, что я могу сказать, отлично. Но на этом не заканчивается все, потому что на Кавказе будет готовиться очень большая такая провокация. Скоро будут выборы в Армении, и Россия задействует свою агентуру, чтобы побороться за пост премьер-министра Армении. Посмотрим, что из этого выйдет. Но будем наблюдать, так сказать. Ситуация вот такая вот, друзья. Она отличная по сравнению с тем, чем она была до того, как Трамп остановил войну. Ну, еще, конечно, не вечер, так сказать. Еще все не закончилось, но уже намного лучше, чем могло бы быть. Ну и, конечно же, еще вам расскажу про террористов, да, раз мы уже начали тему террористов. В Киеве после теракта расследуют действия полиции, рассказывают. Мы, как известно, террорист в Киеве, в Украине, совершил нападение на людей, убил несколько людей. Днем в субботу открыл стрельбу в супермаркете Велмарт в Голосеевском районе Киева. Впоследствии преступник был убит спецназом в ходе штурма магазина. Имя нападавшего Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения. Он родился в Москве, однако имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте, Донецкой области, затем переехал в Киев. Вот такой вот террорист решил убить людей. И ну, не могут они не попить человеческой крови, так сказать. Вот такая вот. Валейк салам, Иванов. Хорошо, все отлично. Как у тебя дела? Ага, Россия вообще не до Армении, говорит Руслан. Ну, Руслан, ну, может быть, ты так думаешь, но почему-то твой Путин приглашает Пашиняна, о чем-то они говорят. Мне показалась эта сценка наигранная немножко. Но сам факт, может быть, тебе нет дела до Армении, но твоему Путину есть. То есть
твоему Богу есть все-таки дело до Армении. Но такие вот дела. Так, мы пойдем дальше. Тебе явно есть дело до России, говорит пчеловод. Ну, как тебе сказать, пчеловод? Вот смотри, ты живешь у себя в доме. Большая семья у вас, 10 человек. Туда, или сколько, 8 человек у вас семья. Туда врывается бандит, убивает 2 членов из 8. То есть четверть вас, захватывает вашу территорию, четверть изгоняет, даже больше, половину изгоняет, а другую половину заставляет работать на себя, платить налоги и идти в армию. Как ты считаешь, тебе будет дело до этого бандита, до этого преступника? Скажи мне на секунду. Вот приблизительно такое же у меня дело к вам, к вашей фашистской русне. Я это про русню, пчеловод. Про русню. Не про Великобританию, не про Америку, не про них. Я про русню говорю. Фашистскую русню я говорю. Вот про кого я говорю. Я надеюсь, теперь-то ты вот понял. Я понимаю, что вы немножко имеете проблемы, да, с восприятием информации. Но буду разжевывать вам. Так, доброго, Абубакар. Так вы сами пошли в Дагестан. Зачем вы пошли в чужой дом? Больницу в Буденновске захватили с беременными детьми. Я тебя прошу, не выделяй этот комментарий. Нас во всем обвиняли, но чтобы беременных детей мы в заложники брали. Первый раз вижу. Да, Басаев мой герой. Это я тебе скажу. И будет он мой, он будет или не мой, он будет герой. На всю историю чеченского народа он уже свое имя вписал. Поэтому не имеет значения, мой он или не мой. Но беременные дети, это очень круто, говорит. Больницу в Буденновске захватили с беременными детьми, говорит. Ну ладно, про Дагестан мы много раз рассказывали. Просто в 2 словах скажу. Вы до того, как Шамиль Басаев с добровольцами, неофициально, Масхадов осудил этот поход, с добровольцами пошел освобождать Чабан-Махи и Карамахи, дагестанские, даргинские населенные пункты на территории России, которых вы уничтожали. Вы, ваша армия, вы их уничтожали. Но до того, как он пошел туда в августе, по-моему, а вы за 1,5 месяца или больше месяца до этого уже зашли на нашу территорию, убили наших пограничников, грабили там рядом проживающих, на границе проживающих наших людей. О чем ты говоришь? И он был добровольцем. Шамиль Басаев вместе с добровольцами пошел. Ни одного регулярного там солдата нашего там не было. Как ваш, например, Гиркин пошел в Украину. Это не считается казусом белли, понимаешь?
казусом были. И то вы уже нарушили и были на нашей территории. Поэтому он полное право имел, даже наша армия имела право. Ну, наша армия и наш президент Масхадов пытались с вами договориться. Но с вами договариваться бесполезно. Только язык силы, вы понимаете. Понимаешь? Масхаду, ну, другого выбора у него просто не было. Так. Вопрос, когда Ичкерия будет свободна и от иго российского, и что делаете вы для этого? Абу-Бакр говорит, Абу-Бакр. Сейчас, Абу-Бакр. Абу-Бакр, ну, например, мы положили 25% своего населения маленькой миллионной республики, борясь. Где ты был, Абу-Бакр? У меня к тебе вопрос. Где ты был, когда чеченцы сражались? Где твой народ был, когда чеченцы сражались? И почему ты считаешь, что мы что-то сделали, и ты это не заметил? Почему ты ослеп, у тебя проблемы со слухом, с обонянием, там, я не знаю, с восприятием? Что за разговор, что вы делаете? Мы делаем то, что тебе даже не снилось. Понимаешь, то, что тебе не снилось, даже в самых больших твоих фантазиях невозможно, вот это мы уже сделали и продолжаем свой путь. Понимаешь? Так, на секунду. Что Чечне не хватает в этой жизни? Чечне не хватает свободы, тордос морс. Нам не хватает свободы и привлечения к уголовной ответственности убийц чеченского народа в лице российских бандформирований, ну, по крайней мере, руководства фашистской России, ФСБ и МВД, Минюст, ФСБ, то там Министерство обороны и все остальные. Вот что нам не хватает. Нам не хватает справедливости, нам не хватает свободы, нам не хватает справедливости по отношению к 42 тысячам убитых детей вами. Понимаешь? Мы, правда, ваших беременных почему-то убивали детей. Ну, я не знаю, ну, может, на России принято так рано замуж. Я вроде такого не замечал. Беременные дети. Мальчика в Донецке тоже распяли в Дагестане на кресте. Да, распяли, Абу-Бакр. Распяли. Так, земляк ждет твоего возвращения на родину, на Украину. Земляк, ждем твоего возвращения на родину, на Украину. Не понял. Так, только не спамьте мне, хорошо, друзья? А то вы меня забиваете. Абу-Бакр, скажи, пожалуйста, ну, я вижу, ты наш человек. Скажи, пожалуйста, ты откуда? Ты украинец? Можно спросить, поинтересоваться? Мне вот твой вопрос меня задел. Почему мы ничего не делаем, сделайте что-то. Говоришь. Ты украинец, мне надо знать, кто ты, чтобы ответить тебе. Германия за Ичкерию. Нет, Германия не за Ичкерию. Германия за Германию. Это вот мы, чеченцы, проживающие в Германии, мы вот за Германию. Ты Ельцина как судить собрался? Ну, можно как бы посмертно судить. Ну, кроме Ельцина есть еще Путин, есть Патрушев, есть все вот эти озолотившиеся миллиардеры, которые просто очень богатые, очень богатые. Поэтому вот их можно привлекать к ответственности. Они нам должны восстанавливать. Они здесь по Европам разные ездят, катаются там всячески тут обогащаются, да, и дальше занимаются своей пропагандой. Как-то так. Валейкум салам, сервивал хоррор, асандал дуэла, дерес вы сервивал, валейкум ассалам, массера дуэл хуй бусалчнега, нохче массера дал дуэл дерес хуйлон. Бусал бочере дуэл, сида томе абала. А сида томе абоч бол, бусалчнега мадуэл сидах.
Что в данное время вы делаете для освобождения Ичкерии? Ну, Абубакр, сейчас я найду тебя. Ты мне написал, откуда ты? Напиши, откуда ты. Я тебе отвечу на твой вопрос. Чечня сегодня выполняет важную роль. Чеченский народ набирает нефтяную трубу и гарантирует неприкосновенность каспийских месторождений, за что чеченские и так далее. Лидеры получают хорошие деньги. Ну, во-первых, Тардос, они не чеченские лидеры, это российские гауляйтеры. К нам они имеют отношение ровно настолько, насколько Власов имел отношение. Кстати говоря, Власов, в отличие от этих, был генералом, который спас пленных солдат, советских солдат, которых там больше миллиона оказалось в плену, даже больше. Поэтому они даже ногтя Власова не стоят. Вот эти власовцы. Ну, уже просто принято так говорить власовцы, поэтому я их так назову. Вот так вот. Поэтому это не наши лидеры. Что в данное время вы делаете для освобождения Ичкерии? Ну вот, например, наши бойцы воюют в Украине, некоторые. Я, например, веду информационное просвещение, да, информационную борьбу веду. Разъясняю людям, объясняю. Ты знаешь, и должен, наверное, исходить из того, что мы уже провели хороший 12-раундовый бой. И, скажем так, с противником, который в разы сильнее нас. И в весовой категории, и со всем остальным, и с вооружением. Поэтому сейчас, когда чеченский народ оказался в заложниках, ну, задавать такой вопрос, ну, немножко, наверное, ты просто скажи, кто, я тебе объясню, почем пуд соли, так сказать. Так ты не пишешь почему-то. Ты, наверное, дагестанец, да, или ты украинец. Судя по фотографии, похож на украинца. Ну, может, и на дагестанца, если это твоя фотография. Почему люди боятся к вам заходить ночью, говорит Алас? В смысле заходить боятся? Уже и до этого дошло. Боятся заходить даже на эфир, в эфир. Ну, не знаю. Не знаю. Так, чеченский. Нет, мои родители из Туркменистана, родился в Канаде. Ну, я так и не понял, ты где находишься? Ты кто ты, в какой стране ты, какой паспорт у тебя есть, какой стране ты принадлежишь? Ну, я тебе хочу сказать, Абубакр, понятно тебе, что ты не украинец. Я считаю, Абубакр, мы сделали больше, чем кто-либо в этой жизни сделал вообще возможное и невозможное мы сделали. Мы боремся, продолжаем бороться и не собираемся отступать, потому что у нас это, ну, как бы запрограммированы на свободу. Без этого никак. Ну вот мы боремся. Но весь мир против нас, Абубакр. Например, есть в Канаде Минипега или Минитоба, как называется, город какой-то. Там есть музей Холокоста, еврейский музей Холокоста. Вот там, вот у меня есть один знакомый, он живет в Канаде, и он пытался помочь там организовать такой стенд Холокоста, чеченского Холокоста. Так вот, не давали ему сделать это. Очень трудно было сделать. Правда, он меня пытался к Закаеву пристегнуть.
потому что нужно было подпись поставить вместе с Закаевым. Закаевым и там еще с одним деятелем. Но я не подписался на это. И хочу сказать, что ну, никто нам не помогает. Весь мир боится этой России, кроме нас и украинцев. А остальные, почему-то все боятся их. Даже ядерные державы их боятся. Не знаю почему. Если бы они так нам рассказали бы, мы бы тоже, наверное, испугались бы, что они тоже их так боятся. Мы бы тоже испугались бы, наверное. Но это не точно. Но, по крайней мере, мы делаем, что можем. Мы делаем, что можем. Сейчас время нам набирать силы, накапливать силы и таким вот образом растить свою молодежь, не дать нас снова использовать. Нас сейчас пытаются представить разными исламистами и бросить против Азербайджана, Армении, против Америки там, и так далее. И мы в этом не участвуем, мы этого не хотим. Никак, короче говоря. Не имеем ни малейшего желания, так сказать. И вот я разъясняю людям, я тебе скажу, очень многие понимают, о чем мы говорим и делаем. Очень многие понимают, ценят. И, слава богу, мы набираемся сил. У нас молодежь учится во всех вузах Европы, во многих вузах. Набираемся сил, финансов, связей, друзей, знакомых, союзниками обзаводимся. Ну вот как-то так. Фактически начинаем все с нуля. Причем весь мир, опять же, и исламский, и не исламский, все от нас отвернулись, все нас предали. Нам тут рассказывают про какой-то Иран, там супер, сейчас Иран, там какой-то выступает у них деятель, смотрю, и там все постят. Кстати, много таких роликов, этих блогеров, ну, каналов, не блогеры, каналы, которые, они набирают сперва подписчиков, и потом после этого уже начинают чисто ФСБшную тему гнуть. Вот есть один канал тракториста, кто-то есть. Под 70 тысяч у него уже подписчиков набралось. Он озвучивает просто эти видео. По голосу я знаю этого человека. Он живет здесь, в Германии, его зовут Сайхан. И этот человек, ну, абсолютно пророссийский. За деньги он будет на Россию работать. И у них нет, они так говорят, нам нет разницы. Главное чеченец. Вот и все. За этих, за тех, мне без разницы. Главное чеченец. Это не так они объясняют. Но когда Россия им платит деньги, они нас сдают. Они стучат на меня, они сдают на моих родственников, они против моей семьи, бывших моих родственников проводят разные психологические разные операции. И вот сейчас он начал Закаева раскручивать. Я давно за ним наблюдаю, смотрит. Короче, набрал там много разных полезных. И, кстати говоря, у них еще любимое дело Максима Шевченко показывать. Его вырезать, его видео, там, как он там евреев гасит, как он там мусульман поддерживает и так далее, и так далее. Но по факту все прекрасно понимают, но более-менее думающие люди понимают, что это, конечно же, провокация против нас. И вот они вот создают вот такие вот каналы и распространяют информацию. Сперва набирают подписчиков, и потом уже в нужном русле, в нужном направлении действуют они. Вот такие вот вещи происходят. Вот такие вот вещи. Так, о чем это я? Сейчас я тут отвлекся на комментарии. Чеченские батальоны и не один воюют на стороне Украины. И думаю, с победой Украины Чечня станет свободной. Да, Бувакар, мы на это надеемся. Солнце свободы зайдет со стороны Украины, сказал Джохар Дудаев. Мы в это верим. Давайте посмотрим, мне тут ТикТок начали писать, чтобы... Ляманас, ты сразу их не бань. Хорошо? Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Сделай эфир, кроме вас. Это кого вы имеете в виду? Что вы, Тимур, я не понял, о чем ты спросил? Салам алейку, алейк салам. 057. Я не успел прочитать, здесь, видимо, что-то не там
поговори со мной. Говорит, Михаил, поговори с зеркалом, пожалуйста. Хорошо? Вот такие вот вещи, да. Раскручивают своих вот этих агентов, да. То есть, другими словами, ты готовишь к бою тех, кто не в курсе. Разжигатели войны, другими словами, говорит пчеловод. Ну, пчеловод, ты, конечно, любитель и так понабрасывать на меня того, что я не говорил. Но я тебе скажу одно. Мы не готовимся к бою. Ну, хотя мы должны быть и финансово, и физически, и морально, психологически сильными быть. И духовно быть сильными и готовыми к бою. Потому что мы чеченцы. И пока мы есть, мы малочисленный народ, пока мы есть, вы от нас не отстаете. Вот такая у вас ненависть к нам, да, видимо, какая-то там тайная зависть к нашей истории, к нашей культуре и так далее. Поэтому я не готовлю к бою. Более того, наоборот, я призываю молодежь сдержаннее быть, не дать куда-то втянуть себя. Но это не значит, что мы не должны быть готовы физически защитить себя в случае необходимости. И как мы вам показали, мы можем защищаться. И вы вынуждены были взять, ненавидя нас, взять себе на услужение вот этих разных деятелей. Потому что для мира вам нужно было показать, что вы воюете не с чеченским народом, а что вы вот там просто устанавливаете какие-то свои порядки, свои российские порядки. И у нас должна быть своя армия, свои спецслужбы, своя полиция. Обязательно, обязательно должно быть. И я лично добиваюсь того, чтобы нас признали нашу страну оккупированной и привлечь к ответственности тех, кто совершил над нами геноцид. Вот чего я добиваюсь. Другие там воины, другие там еще чем занимаются. А я занимаюсь именно правозащитной деятельностью. Я правозащитник. Поэтому к бою не призываю. Но я знаю, что с такими фашистами, как вы, фашистской Россией, нам придется воевать. Вы нас не оставите, пока либо вас сейчас развалят, возьмут под контроль международное сообщество, ну, либо вы будете все время на чьей-то шее сидеть. Вы по-другому не можете. Паразиты такие. Фашистующие паразиты. Поэтому как-то так. Не обессудню. Моей вины в этом нет. Вы, ваша свора палачей ФСБ сделали меня врагом. Я бы не стал бы России врагом. Я очень хорошо отношусь к русским, как этносу, нормальным, не имперским русским. Ну вот вынужденная мера, да, придется быть, удостоить вас чести, чтобы я стал вашим врагом, да. Добрый день, Аслан. Дудь, агент ФСБ, говорит, Георгий Королев. Добрый день, Георгий. Георгий, но я считаю, смотрите, у меня есть очень хороший такой показатель, такой маркер. Мой канал запрещен на территории фашистской России. Я сам объявлен экстремистом и террористом. У меня было тогда на тот момент 30 тысяч, ну, когда канал мой запретили, и террористом они меня позже объявили. 30 тысяч, по-моему, было подписчиков тогда, 34 тысячи, по-моему, да, меньше даже было, еле-еле я их набрал. Постоянно подвергаюсь DOS-атакам. То есть, если Россия хочет, на моем примере, мы видим, что она может запрещать на территории своей фашистской России даже 30-тысячный канал. Маленький, относительно небольшой канал. У Дудя там 1, 2, 3, сколько у него там миллион. Его не запрещают. И вот у меня возникает вопрос, а как так получается, что сидит этот Дудь, рассказывает там что-то, дует он всем в уши, и его не запрещают. Ну, как так получается? Я считаю, конечно же, этот человек абсолютно не свободен, не независим
Не знаю, работает он на ФСБ, только лишь на ФСБ или еще на кого-то. Но как россиянин, да, я полагаю, что, скорее всего, человек относится именно этому учреждению. И все, вот первый признак, как я определяю, если канал гасится, да, миллионный канал не гасится, а 30-тысячный гасится. И вот возникает вопрос, а что это такое? Что я такого говорю и делаю? YouTube меня не блокирует, хотя он меня монетизации лишал долгое время. 6 лет мне монетизацию не включали, вот сейчас с горем пополам включили мне монетизацию. И вот и все. Конечно, а кто из них нету, мне скажите? Кого их вот, ну как так бывает? Меня, знаете, не столько меня вот удивляет то, что они работают на Русню, там, на ФСБ, там, на ГРУ, на кого они там работают. Но меня удивляет то, что их сюда в Европу пускают. Например, есть Собчак, она приезжает сюда, уезжает спокойно. А как это так? Она крестная Путина, Путин террорист, фашист, ублюдок. И она приезжает сюда. Фейкин, например, здесь спокойно сидит в Украине, его там первый год, два, три с этим Арестовичем долгое время сидел. Тоже не запрещает, тоже миллионник канал, тоже не запрещает на России. Ну, посмотрите, вот всех, кого не глянь, все они вот каким-то образом, все действуют, все работает, их не маргинализируют, их не преследуют, не репрессируют, их каналы, их информационные ресурсы. А нас почему-то гасят. Вот я по себе определяю, что если меня гасят, а я независимый человек, значит, да, и вот, значит, Дудь нужен ФСБ. Дудь нужен. Но меня не столько ФСБ удивляет, меня удивляют вот эти здешние, европейские. Здесь спокойно все действуют, им никто не мешает. Они, ну, правда, у них тоже есть свое какое-то объяснение. Но мне это объяснение как-то на душе легче от него не становится. Вот как-то так, друзья. Что вы сделали? Только говорите, говорит. Знаешь, Аланбек, сперва было слово написано, да, в Библии, по-моему. И информационная борьба, она имеет намного больше значения, особенно в нашем случае, чем даже вооруженная борьба. Главное ее делать правильно, честно и так далее. Поэтому я только говорю. А как ты думаешь, что я должен сделать? Взять автомат и идти воевать? Спрятавшись в Европе, боретесь. Мерседес, БМВ у него ник. Спрятавшись в Европе, боретесь. Ну, во-первых, я не спрятался. Я открыто выступаю. Понимаешь? И то, что я говорю под запись. И навсегда это остается в интернете и в том числе у моих врагов. Поэтому, во-первых, я не спрятался. Во-вторых, у тебя ник стоит Mercedes BMW. Мне кажется, это немножко европейские машины. Даже немножко немецкие это машины. Тебе не кажется? Какие у тебя вопросы к Европе? Да? Кстати, Чеченская республика Ичкерия это тоже Европа. Географически это Европа. Поэтому боремся, не спрятавшись, прямо открыто сидим, ходим, гуляем по городу спокойно, по стране. Из Германии, правда, давно не уезжал, но по Германии напутешествовался, скажем так. Так, вы беженцы, говорит Евгений. Не, Евгений, я уже немец, я уже гражданство получил. Кстати, недавно совсем, можешь меня поздравить. Такая маленькая страна никогда не будет свободна. Либо турецкий Туран, либо Союз Российских Республик. Максимум, чего вы можете добиться, это когда Чечня снова будут рвать со всех сторон. Но давай, Тордос, договоримся так, что со всех сторон нас не рвали. Нас с одной стороны рвали. Это была фашистская ваша страна. Вот она нас рвала, она свои дома взрывала, ваши, кстати, ваших спящих женщин, детей взрывала, чтобы обвинить в этом нас, и за это потом нас убивать. Вы радостно поддерживали это все. Понимаешь? Это раз. Во-вторых,
будем мы с Тураном, или мы будем с Украиной, или мы будем с Америкой, или мы будем с марсианами, не ваше собачье дело, я вам скажу. Так, на минутку, чтобы понимали. Не ваше собачье дело. Мы сами разберемся, с кем нам быть, что нам делать. Но можно накидывать, говорить, да, там у вас турки будут рвать, там это будут рвать. Причем я турецкую власть, не турецкий народ, тоже особо не жалую. Критикую очень даже неплохо, я тебе сказал. Поэтому, ну, вот вы убили четверть нашего народа. Это только за последние 2 русско-чеченские войны. До этого вы у нас уничтожили миллионы людей. Вот за протяжении 1722 году мы с вами познакомились. Вот, ну, по крайней мере, вот самое известное сражение на Каспийском море, на острове Чечен. Оттуда, кстати говоря, вы и нас назвали так, чеченами. Остров Чечен, Чечен, это внутренняя зона обозначается. Чурча, внутренняя Чечен. Чечен, у нас населенные пункты такие есть, Чечен. Вот такая вот история. И сколько уже получается? 304 года мы с вами воюем. 304 года получается. За 304 года вы убили миллионы наших людей. И когда вы заходите, ладно, украинец мне это говорил бы, ладно, кто-нибудь там другой, литовец, грузин это мне рассказывал бы. Они имеют право. Но вы, убийцы наши, вы нас убиваете, вы над нами геноцид. Каждые 50-40 лет вы над нами совершаете геноцид. У тебя нет морального права заходить и говорить, что там нас там это, вы должны только посыпать голову пеплом, встать на колени по христианской традиции и просить у нас прощения. И может быть мы вас тогда простим. Понимаете? Если бы вы не боялись, вы бы жили в России. Какое глубокое наблюдение, Евгений. Ты просто гений, Женя. Невероятно. И ты представь себе, близок к истине. Бояться, не знаю, что ты в это вкладываешь, но то, что вы меня посадите, убьете, еще что-то сделаете, в этом я не сомневаюсь. Наверное, будет логично, да, если я не буду сам себя подставлять, да, давайте убивать себя. Грузины. Эти хуситы из Персии тоже ваши братья. Грузины самые близкие наши братья. По крайней мере для меня. Самые-самые. Еще вопросы про грузин? Так, 22 июля 44 года. Что ты имеешь в виду 057, 22 июля 44 года? Это депортация кабардинцев? Или турок-месхетинцев. Месхетинцев, по-моему, в мае, по-моему, да? Депортировали. Так. Но чеченский представитель может быть главой России. Тордос Морс никогда не может быть чеченец у вас во главе России. Никогда вы его не поставите. Понимаете? Никогда. Более-менее думающие люди слышат, как ты несешь галиматью, говорит мне Юрий. Юрий, а ты не пробовал не более-менее думать, а хорошенько задуматься? Книжку прочитать. Ну, попробовать чуть-чуть самообразоваться, а то более-менее как-то слабо звучит, я тебе скажу. Чечены. Нет, 0,57. Это было в феврале. Тогда нужно 2. Ты 0,7 написал. Это было 23 февраля это было. То есть 2 месяц, 23 число. Не чеченцы. Чеченцы 23 февраля 1944 года. Почему Рамазан предал нацию?
Ну, если исходить из того, что он, возможно, не чеченец, то он и не предал никакую нацию. Он просто работал на русню потомственно. И его отец, и они работали на русню. Так, да, есть предательство. Ну, в каком народе нет предателей? К сожалению, есть и у нас. Так, Иркин, шалом. Шалом, дорогой. Алейк салам, гражданочки, Машвор. Асан, прошу уделить внимание моему сообщению. Не лезь лучше в эту политику. Подумай о о своих детях и близких. Проживи свою старость с внуками спокойно, говорит Infinity. Я бы с удовольствием, Infinity. Честное слово, ты думаешь, я что-то имею с того, что я сейчас делаю, кроме проблем. И свои проблемы-то я уже решил для себя. Сколько моих людей пострадало, моих родственников и в оккупированной Ичкерии, и здесь они там и стучат на меня, некоторые мои бывшие родственники, причем близкие родственники, от которых я вообще в шоке просто до сих пор пребываю. Но что ты хочешь? Что ты хочешь? Мне замолчать, как хочет ФСБ? И что тогда будет? Тогда нас будут отсюда депортировать, нас будут исламистами представлять, нас будут уничтожать. Да, я останусь живых, где-то спрячусь, где-то я буду цел и так далее. Ну а что делать моему народу? Как? Стать инструментом в руках фашистской России? Нет, я за этим не согласен. К большому сожалению, за это приходится платить большую цену, но я с этим не согласен. Я с этим не согласен. Так, давайте дальше. Что думаешь про войну в Украине в ближайшие месяцы? Ближайшие месяцы, наверное. Я думаю, ничего не изменится, Иркин. Пока ничего не поменяется. Пока, смотрите, план война против Ирана, она начиналась для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. И 7 октября 23 года в Израиле тоже начиналось для того, чтобы отвлечь внимание. И война против Ирана начиналась с этой же целью. И Украина, в принципе, она украинские вот патриоты, украинские воины, они все ломают, вот эту схему, они вот не сдаются, не проигрывают, вот держатся. Европа поняла, что нужно Украину поддерживать. Сейчас пришел Трамп, он, конечно же, он за Америку, он за Израиль, за Америку, или я не знаю, что вперед у него, но сам факт, что он не прочь поторговать интересами других, в том числе Украины. Он не враг России, он не враг Путина. Да, США враг России, США враг Путина, но не Трамп. И вот они пытаются всячески, Трамп пытается удержаться у власти, хочет там какую-то свою программу там ведет. Всего я не знаю, но сам факт, что война в Украине не остановится, по крайней мере, пока вот украинцы вооружены, у них есть мотивация, у них больше, чем достаточно, пока у них есть возможность сражаться, они будут сражаться. Я думаю, иначе никак. Они слишком большую цену заплатили, чтобы сейчас отступить. Путину отступать тоже некуда. Если Путин сдается, если он там капитулирует, там, заключает перемирие, как мы знаем, европейские страны могут войти, как только перемирие просто будет, европейские страны могут войти в Украину и занять вот по линии соприкосновения, занять позиции. Это Путину не нужно, там, новые акторы в этой войне, ему они абсолютно не интересны. Поэтому Путин будет дальше посылать свое вот это абсолютно безвольное, бесхребетное свое население на эту войну, за эти миллионы. Их жены будут отправлять их, чтобы зарабатывать миллионы. Толк от тебя, бич пьяный. Или воюй. Вот так отсылать будет.
И это будет продолжаться. Если бы США захотели бы, тот же Трамп захотел бы, то, конечно же, ситуация была бы иначе. Если бы США были бы тем, кем они изначально себя позиционировали, там, защитниками справедливости, стабильности, безопасности мировой, они бы нанесли бы удар не по Аятолле Хаменеи, а по Путину, по ФСБ нанесли бы. Но этих ударов мы не видим. Вот как-то так. Поэтому война будет пока продолжаться будет. Пока будет продолжаться. Мне нравится, что украинцы бьют по нефтеперерабатывающим вот этим разным заводам, фабрикам. Ну почему-то не бьют по ФСБ. Я так много раз говорил, напоминал украинским разным там ГУР, МУР, кто там, Буданов. Буданова, кстати говоря, ФСБшником называют внутри Украины. Прямо причем называют, что он работает на ФСБ. И что самое интересное, за все вот это время не бьют по ФСБ. Да я говорю, почему не бьете по ФСБ и так далее. Просто задаю вопросом. И они бьют по Ачхой-Мартановскому ФСБ ударили. Представьте себе, анекдот. Причем ударили в 2 часа или в 3-4 часа ночи ударили. По Ачхой-Мартановскому ФСБ. Не по Грозненскому ФСБ, главному этому бандпритону. Не еще что-то. А у Ачхой-Мартан. Ачхой-Мартан это оттуда мои родственники. Все мои, я сам оттуда. И по матери, и по отцу, все мои оттуда родственники. И, видимо, они потом сейчас будут моих этих родственников, бывших родственников. Ни с кем отношений не поддерживаю, поддерживать не собираюсь. Они собираются, видимо, для чего-то это сделали. Не знаю. Вот я удивляюсь, какая-то странная вот эта в Украине война идет. Да? Если бы не украинские патриоты и воины, давно бы уже все списали бы. Но бьют хотя бы по вот нефтеперерабатывающим вот этим заводам, вот этим НПЗ. Будем наблюдать, где он. Ладно. Так, Мелик, Мелконян, Назарян. Про грузин понятно. А по армян что скажешь? Они ближе чеченцев? Я не понял вопроса. Ну, я ближе чеченцев. Ну, ближе чеченцу, наверное, нет. Наверное, да? Но про армян я могу сказать одну вещь. Мы с армянами, армяне очень разные, во-первых, они в Америке живут, во Франции живут, в России живут, в Армении живут и так далее. Как мы все знаем, было государство Урарту. Оно было создано в 890 году до нашей эры и создано нашими праотцами, предками нашими. И там проживали арамейцы, были двоюродные братья ассирийцы. И ассирийцы и арамейцы враждовали между собой. И туда, как пишут ассирийцы, приехало 40 князей, это тейпы, наши тейпы. И эти 40 князей защитили вокруг озера Ван, сейчас это Турция, защитили арамейцев. И там целое государство создали. Вы, армяне, все это знаете лучше меня. И после уже падения Урарту было уже создана Армения. Арамения тогда называлась. И там есть чеченские наименования и так далее. Со мной в классе учился армянин. Он постоянно эти слова собирал. Армянские и чеченские. И очень много совпадений, кстати говоря. Очень много. Кстати, с грузинами тоже есть очень много совпадений по словам. И с армянами нас связывает вот такая вот история. Кстати, в этом Урарту жили армяне. Вот после этого на этом месте образовалась вот эта Армения. Была уже персами, уже завоевав уже Урарту. Урарту пала. Хотя их не вырезали всех. К чести, кстати говоря. И остались армяне, ну, уже сегодняшние армяне, которых мы видим. Поэтому у нас в Грозном жило много армян,
Ну, с армянами, в принципе, у нас все хорошо. Никаких вопросов. Нельзя сказать, что вот у нас какая-то вражда с армянами. Была война, где Басаев принимал участие на стороне Азербайджана. И в этой войне, да, это единственный, по-моему, случай, когда мы с армянами где-то воевали. Ну, армяне были на стороне России. И сотни лет, вот эти 3 века, армяне были на стороне России. Но я не помню, чтобы конкретно они чеченцев убивали, армяне. Вот нету такого. С черкесами воевали, вот это все, Сочи, Краснодарский край, там армянские полководцы, армянские армии были. Но непосредственно против чеченцев вот нету такого истории, что у меня вот есть такой вот, ну, на стороне Российской империи были же не только армяне, и другие были, в том числе и чеченцы. Не так массово, но были. Поэтому, если так в целом говорить про армян, да, нас связывают очень древние корни, и я полагаю, что генетический код нас связывает с армянами. Потому что еще вот оно, Урарту упало где-то 500, но оно начало падать, уже разваливаться, уже захватывать один город, потом Эренбури, да, Эренбури, это Ереван нынешний. Это Эри, Бун. Бун – это жилище, временная постройка, шалаш, по-чеченски. Бун. Это все потом и озеро Ван, Ереван, все это переделано уже на армянский или на какой-то вот местный язык. А изначально это было Эребуни, Ереван. Вся история наша у армянских библиотеках хранится, да, в архивах хранится. И наша, и армянская, и вот это, та история, которая там была. Это не наша земля. Не наша земля. Просто туда пришли чеченцы, и они вот арамейцам тогда Урарту, до этого еще, я могу много чего вам на эту тему рассказывать. Я просто изучаю сейчас этот вопрос. В том числе и Иерусалим закладывали люди, которые говорили на том же языке, на котором мы сейчас говорим. И так далее. Поэтому хоть я много рассказываю, я хочу объяснить, что к армянам у нас особое отношение. Очень такое доверительно древнее, исторически так сложившееся. Хотя мы знаем о армянах, которые очень негативно к нам относятся. Российские эти армяне есть. Не все, конечно, далеко, но есть такие тоже. Поэтому вот так мы относимся. И я бы хотел, и сейчас я очень рад, что между Азербайджаном и Арменией наступил мир. Я бы хотел, чтобы два вот этих мной уважаемых народа стали, больше не воевали. Вот чего я хотел бы. Я думаю, вас не оставят, вас будут еще стравливать. Сейчас Пашинян рассказывает о том, что кто-то Нагорный Карабах. Кстати говоря, Нагорный Карабах, он Арцах называется. Моя фамилия Арцуев. Это чисто чеченское слово. Моя фамилия исходит из чисто древнего чеченского имени. Арц. Вот так по-разному это можно произносить. Это называется лесистая гора. Такая небольшая такая гора. Это считается тунав. Арцах. До сих пор мы говорим такое слово «уарцауэл», позови на помощь, если смысл передать этого слова, означает позови на помощь. Но имеется в виду поднимись и вроде спасись, или же поднимись навысь и оттуда позови, призови людей. Вот оттуда идет это слово «арцах». И я бы хотел, чтобы армяне и азербайджанцы не воевали, потому что они мне оба дороги. Оба, я бы хотел бы с обеими этими народами. Я считаю, что эти два народа, которые нам, чеченцам, близки и не чужие. Не все так, армяне и азербайджанцы, думают в отношении чеченцев, наверное, но я так думаю, это мое мнение. И не все чеченцы, наверное, думают, как я. Но я именно над этим работаю, чтобы думали, как я думаю. Как-то так. Аслан, какой родной язык мне тут пишут? Ну, мой родной чеченский. Нохчи. Привет, Левис. Привет. Привет. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Мелик.
Удачи всем народам, жаждущим свободы, рабам двойное рабство. Привет из Сибири. Вова, приветствую тебя. Да здравствует Сибирская Народная Республика. Спасибо, спасибо, это дорого. Я знаешь, кстати говоря, сибиряки, они вообще другой сорт людей, кстати говоря, и здесь всех россиян брать, они это совсем другие люди. Во-первых, сибиряки, они с чувством собственного достоинства очень сильным, развитым таким, можно сказать. И это люди, которые, либо это богатые люди, которых репрессировали, ссылали, ну, то есть их отцы были, либо это какие-нибудь там пассионарии, которых репрессировали как политических, либо бандиты, что тоже является очень такой характерной, да, бандитом можно быть благородным, да, ограниченно, конечно, не, 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 не так вот, как в сегодняшнем дне мы живем, но вообще бандиты по себе человек действия, человек дерзкий человек. И в Сибири собрались люди, потомки вот этих всех. Видимо, я так пытаюсь это объяснить для себя, почему сибиряки отличаются, например, от москвичей. Москвичи всех опуги туда приезжают, там уже москвичей-то не осталось коренных практически. Все аферисты, мошенники, бандюги, все туда стягиваются. Хотя тоже своя особенность в Москве есть. Ну, а сибиряки это тоже. Поэтому вот ты написал такой комментарий. И его дорогого стоит, скажем так. Спасибо тебе, Вова. Свободу, процветание чеченского народа, о чем не одно столетие боролись, мечтали ваши предки. Спасибо, Абубакар, спасибо. Взаимно. Взаимно. Алейкум салам, Осман Машвой. Ichkeria will be free. Greeting from Lithuania. Будет свободно. Спасибо, Виодатас. Спасибо вам большое. Слава Литве, и Латвии, и Эстонии. И сейчас, кстати говоря, у вас намечается такое жаркое время, я думаю. Дай бог, чтобы обошлось. Ну, надо держаться, друзья, вместе. Надо все вместе бороться. Только вместе справимся. Один стример ничего не добьется, кроме проблем на свою шею, говорит Infinity. Infinity, ты так за меня беспокоишься о моей старости, о моих внуках. Спасибо тебе, искренне. Спасибо. Так переживаешь за меня. Но я хотел бы ответить тебе словами легендарного Шамиля Басаева. Как же он там это сказал? Один в поле воин, всем русским байкам вопреки. И если он знает, что делает, я просто точно не помню цитату, ну вот что-то такое, понимаешь? К большому сожалению, дела у нас вот такие вот. Так, чеченцы и армяне веками воевали, чтобы свободно жить. Да, я знаю, Велик, я знаю. И я даже знаю, откуда у нас эта борьба за свободу. Так, тебе спокойно живется, все войны, Чечня в составе России была и будет, говорит, Максим Леонтьев. Ну, во-первых, оккупированная это еще не значит, что она ваша и никогда не будет. И я живой этому свидетель. Спасибо вам. И вам, Мелик, спасибо. Слава Армении! Слава Армении! И при условии, что вы не за Россию. Независимых нигде не любят. Да, гражданички, это правда. Спасибо, Мелик, спасибо большое. Взаимно. Желаю Армении силы и тоже свободы. Так.
Дождь, живой гвоздь свободно показывают на России, значит, они тоже нужны. Да, не закрывают, значит, нужны. Дядя, не пей зеленый чай и сиди с внуками. Ну вот, Infinity, ты уже начал, мне уже хамить начал. Дяди причем, с внуками сидящим. Главное, мы не хотим быть с Рашкой. Да, гражданички, совершенно верно, абсолютно. Так, ну все, оставайся в Германии, живи спокойно, зачем тебе все это надо? Алишер Хазраткулов, вот прикиньте, манкурт какой, он за Россию топит, да, Алишерчик, да. Ну смотри, Алишерчик, я бы, может быть, жил бы спокойно, так вы же не даете нам здесь, вы нам здесь в Европе устраиваете, нас здесь представляете там бандитами какими-то, пытаетесь представить, бандитами, какими-то плохими людьми и так далее. Ну вот, вынужденная мера, приходится мне вот защищаться, да, от вас. Чеченцы в России живут неплохо. Что еще вам нужно? Таких как Басаев. Террора хотите? Как он захватывал больницу и держал людей в заложниках? Вы твари, террористы. Нормальные чеченцы живут в России. Максимушка. Максимушка, да. Сходи-ка ты за русским кораблем. Так, русизм страшнее фашизма, нацизма. Абсолютно, Карфаген, абсолютно точно. Русизм – особая человеконенавистническая идеология, которая против всего просто выступает. Говоря словами Джохара Дудаева, против всего живого, против и природы, против всего. Просто варвары, людоеды самые настоящие. Это картонное, когда русские столкнутся с настоящим сопротивлением, их вера в свою непобедимость рухнет. Но трагедия в том, что они готовы платить любую цену. Кровью своих солдат ради территорий, которые им не принадлежат. Да, Абубакар, ну не любую. Вот я вот удивляюсь, почему украинцы не долбят по Кремлю и по ФСБ. Вот если бы украинцы били бы по Кремлю и по ФСБ, вот тогда бы было бы им ощутимо, да, а так не очень сильно, да. Так, Америка снова пытается спасти Россию. Это грустно. Да, художник, это правда. Америка или Трамп не гасят. Она нужна, эта Россия, знаете. На ее фоне Америка выглядит таким красавчиком, мне нравится. Так. Карфаген, отношусь так, как они этого заслуживают. Ходорковский фашист, имперец, русский имперец, фашист, который озолотился на чеченской крови, на русско-чеченской войне, русской агрессии против Чечни. И все ему подобные, такие же. Понимаешь? Как можно относиться к нему? Иначе, да. Толк бить по ФСБ, лучше бить по НПЗ, лучший результат. Ну, как-то спорно, я тебе скажу. Ну, как бы результат, конечно,
неспорно результат однозначно есть. Но что больше? Если, например, бить по Кремлю, по Лубянке, совсем, да, если по какому-то отделению пограничников ударить и сказать, мы по ФСБ ударили, это да, это толку никакого. Лучше по НПЗ. А если бить по Кремлю? А если бить по Кремлю, то прилетит на Банковую. А у Зеленского, видимо, другие планы на свою жизнь, да? Поэтому такие вот. Поэтому как сказать, Леон? Бить по ФСБ – это медийный психологический характер. Пока себе эта Украина широкомасштабно позволить не может. Ну, не знаю, Авакер. В принципе, украинцы делают, что могут, поэтому у меня к военным украинским патриотам вообще претензий нет. Только низкий поклон и респект и уважуха. Им виднее, куда бить на самом деле. Но я просто свое мнение высказываю по этому поводу. Спасибо за интересный рассказ. Пожалуйста, Бабкин Сагаян, пожалуйста, всегда обращайтесь. Валейкум ассалам, позитрон. Чеченцы и армяне могут иметь общие корни, гены. Они не могут иметь, это факт, научно доказанный факт. ДНК у нас. Кстати говоря, и с евреями тоже, на всякий случай, антисемиты все, привет. Так. Про Беслан у меня здесь на YouTube-канале есть очень хороший ролик. Можешь, кстати говоря, зайти посмотреть про Беслан, там, кто там, кого матери Беслана называют убийцами, почему они Путина палачом Беслана называют. Зайди, почитай, посмотри видео, у меня есть, очень подробно делаю расклады, причем не один раз, но один ролик у меня полностью посвящен этой теме. В Сибири все турки. Ну, это тоже есть, Аслан. Да, это тоже есть. Ну, не только все тушки там русских полно. Максим Леонтьев, ты знаешь, сколько таких школ в Чечне захватили, сколько детей убили? Но, гражданин Ичкерия, я напомню, эти мерзавцы, это просто аморальные существа. Я не знаю, как они, у них наглости хватает заходить сюда, там, про Беслан, про Буденновск, про беременных детей рассказывать мне тут. Я не понимаю просто. Убили 42 тысячи наших детей. Это 225 школ беслановских. Вот представьте себе. Ну, просто вот такие вот. Ну вот, про террористов рассказывают. Вот заходит Ваня и пишет «Кувалда Вагнера». Вот и все, вот вся суть вот этих выродков. Понимаете? Это что они могут? Это они пленного человека убить кувалдой могут. Вот что они могут. Они не могут освободить ни одну территорию свою. Они не могут ничего созидать. Они не могут ничего лучше сделать. Они могут только разрушать, убивать и так далее. И вот убивать кувалдой могут. Расчленять, разрезать. Представьте, если бы чеченцы это сделали бы. Представьте себе, чеченцы взяли бы кого-нибудь кувалдой по голове ударили бы. Так с этой кувалдой Пригожин, там еще там какой-то Лапти, еще кто-то с этой кувалдой ходили и они восхищались. Представьте, какие ублюдки.
незаконнорожденные, да. Вот и вся суть этих людей, понимаете? Вот заходит, рассказывает нам про кувалды. Да уж, да уж. Да уж. О, ужас. Началось, короче. Русские запустили, видимо, свой этот мощный а, ресурс в городе Шифпорт, штат Луизиана. В результате массовой стрельбы погибли 8 детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Инцидент произошел рано утром 19 апреля. По словам полиции, речь идет о бытовом конфликте среди детей, в которых стреляли. Были родственники подозреваемого, добавили правоохранители. Эта масштабная сцена не похожа ни на что, что большинство из нас когда-либо видели, заявил представитель. Погибло 8. Ужас, заявил представитель полиции Шрифпорта Крис Борделон. Подозреваемый после стрельбы угнал автомобиль, попытался скрыться от полиции, но был застрелен во время погони. Вы обратили внимание, что в Турции 2 школы атаковали, ну, дети. И сразу же потом в Америке произошел этот же случай. Вот я, например, не верю, что эти случаи, расстрелы в школе, это сами собой происходит. Да, может, из 100 случаев один, может, сам собой происходит. Но в основном это уже отработанная методика, как управлять, воздействовать на детей, чтобы они убивали своих одноклассников в школе. Берется просто легко внушаемый человек, вычисляется и полностью его обрабатывает. Эта работа ведется по отношению к этим от года до 3 лет. Для этого требуется. Об этом Эгон Чолакян очень подробно рассказывает, американский один эксперт, который очень подробно рассказывает. «Воздействие» называется этот фильм. Он у меня есть, и отрывок есть у меня здесь на YouTube-канале, на этом канале Реалити, и на другом канале есть весь этот фильм. Он 8 часов идет. Ну, я основные моменты вырезал, в том числе в ТикТоке есть по школ-шутингу, шкул-шутингу, школьной стрельбе. За этим стоит Русская Православная Церковь. Эгон Чолакян рассказывает о том, что за этим стоит Русская Православная Церковь, и они имеют такие способы воздействия на детей. И сейчас это одновременно происходит. А почему произошло? Потому что война в Иране не получила свое развитие, как планировала Россия. Понимаете? Это очень, видимо, нужно было. Ну, это не срослось сейчас. И сейчас вот в Турции убили детей, причем оба этих подростка, потом обычно так они их так используют. Потом он сам себя стреляет и умирает. Фактически вот такой вот ужас ужасов просто происходит. Ужас ужасов. И я думаю, это будет дальше нагнетаться, все это дело. Так, что у нас еще тут?
Германию разгромили, дошли до Берлина за 4 года, просто если не гражданское население. Киев был взят за неделю. Блин, черт, что ж ты сразу не сказал? Что ты сразу не сказал? А при чем здесь гражданское население, если вот у вас войска стоят на линии соприкосновения, вы воюете с войсками? При чем здесь гражданское население? То есть ты хочешь сказать, что нет возможности открыто, как вы так вы бомбите, ну чтобы как в 44-м, 45-м бомбить населенные города и населенные пункты, это ты имеешь в виду? Что-то вам все время мешает, как какому-то вот этому, которому чешки жмут. Наверное, ты про это, да? Да, молодцы, конечно. Ужас просто, да. Киев взяли бы они. Ну так-то 3 дня, конечно, чуть-чуть докинул, да, еще 4 дня сверху ты докинул. Правильно? Как иначе? А то ваши там по телевизору за 3 дня хотели, а ты за неделю. Нормально. Так, мы уже 1,5 часа. Время с вами летит, друзья. Просто незаметно. Друзья, я на этом свой стрим закончу сегодняшний. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Завтра будет очень интересный стрим. Не пропустите. Советую вам. На этом я свой стрим сегодня же заканчиваю. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Адихер Машор. Всего хорошего, друзья. До завтра. До свидания. Возможно, до завтра. Лемоназ, давай.